Рамазан. Все? Папочку ждем, чтобы прокрутил чуть-чуть. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас в нашей постоянной рубрике «Прямой эфир с гостем». И сегодня у нас в гостях героями нашего прямого эфира станут представители общественного совета Казмы. Как вы знаете, Казмой мы называем, это такой топоним, три аула: Малоабазинска, Базахабль и Тапантад Гехабльского района. Агачев Рамазан и Аджиев Замрат. Парни, салам алейкум, добрый день. Я рад вас приветствовать в офисе организации Алашара. Большое спасибо, что вы время посетить нас. Общественный совет Казмы уже, скажем так, реализовал за счет аккумулирования средств через фонд народа Абаза. Вот, именно об этом у нас речь и пойдет. Начнем мы, наверное, сначала расскажете чуть о себе, занимаетесь, чем увлекаетесь. Можете там рассказать про свой возраст, там, о семье, это мы только приветствуем, познакомиться с вами, и уже плавно перейдем к обсуждению. У нас впереди час времени, поэтому я думаю, абсолютно все возникающие вопросы мы с вами успеем обсудить. Рамазан, наверное, начнем с тобой. Салам алейкум еще раз. Вот. Меня зовут Рамазан, я житель аула Малоабазинск. Также проживаю в городе, в частности. Вот. Работаю в городской школе. Это 8-я школа. Моя деятельность это... Ничего себе, интересно. Также вот с коллегой, депутатом местным Пушкинского сельского поселения, вот, занимаемся общественной политической деятельностью в Казме, вот, в частности в Малоабазинске. Вот. Что могу еще добавить? Как бы, ну, насыщенная жизнь. Давай, прежде чем мы перейдем к Замрату, сразу озвучу такой вопрос. Первая мысль, первое, я не знаю, ну, как говорится, впечатление, когда наш коллега рассказал вам о Национальном фонде народа Абаза его, и что вам открывать бал, как говорится, что вы первые, что на вас, ну, честно признаюсь, какая-то ответственность. Почему? Потому что огромное количество представителей абазинской общественности. Я скажу так, было приятно, но у меня было как бы недоверие. То есть у нас в стране очень много организаций фальшивых. Вот. Так что я думал, можно меня понять. Вот. У меня, если честно, было недоверие. То есть, но когда пошел процесс сам, как бы сказать, мне начало вот это нравиться, и начало засасывать эту сферу. Вот. Как бы, да, вот завершился, даже в кратчайший период завершился сбор средств по фонду. Вот. Конечно, в дальнейшем я хотел бы всех поблагодарить, которые участвовали, кто оказал вот, материальную, там, финансовую помощь. Вот. Ну, что сказать. Я надеюсь, это будет не первый, не последний. Спасибо, Рамазан. Замрат, давай знакомиться с тобой. Давайте познакомимся. Салам алейкум всем. Ну что, меня зовут Замрат, я проживаю в ауле Малоабазинск постоянно. И как бы с детства вот, как бы живу возле мечети. И вот когда начинали вообще вот строить этот мечеть, я был маленьким, я там постоянно присутствовал. Вот, и с тех времен у меня вот это вот общественное движение мне нравилось. И сейчас вот с помощью Алашара вот это все вот у нас пошло. Вот, и фонд, и все остальное, общественные советы. Как бы вот так. Мы очень благодарны. Как сказал, это не первый, не Как говорится, к соли, к мясу.
Честно признаюсь, вопрос будет очень провокационный. Почему? Потому что до последнего лично я, как человек, который был причастен к освещению всего этого, там, к созданию публикаций, их дальнейшему там, продвижению, репостам и тому подобное, постоянно возникал один вопрос. Почему именно этот проект? Отсюда разобьем его на более мелкие вопросы. Как проходило обсуждение? Кто обсуждал, какой проект выбрать для реализации? И вот и так далее я уже буду по ходу дополнять. Вот почему именно этот проект? Ну, во-первых, это была идея, инициатива Замрата, как бы вот нужен этот проект, ситуации там, как бы, ну, кладбище, в любом случае, сказать, надо в этой жизни, вот. Но после этой идеи, инициативы, то есть был подключен глава администрации Роман Агнев. Дальше по его инициативе собирали население, то есть вот граждан. Мы обсуждали этот вопрос, вот, считали смету. Да, потом был совет по инициативе, опять же, главы администрации, собрали сход граждан в присутствии со советом старейшин Ола Малбазинска. Вот. Там было окончательно решено, что где будет именно это кладбище, вот, сколько там собираем с населения, то есть какая-то смета была вот, с каждого двора там, независимо ты проживаешь в ауле или ты в городе. Кстати, это был один из моих вопросов, да, вот почему? Потому что был какая-то стартовая, то, что вносят жители, а остальное мы уже собирали уже путем агитации и привлечения, да, вот. Да, как бы люди, как бы, может, и не понимали, наверное, они пассивно, вот, был пассивный такой сбор, я имею в виду в нашем ауле, вот. Потом мы, когда подключили этот фонд, надо работать, вот, люди уже начали как бы какие-то движения делать, то есть по поводу этого, ну, кладбища, вот. Начали уже более активно вот, скидываться, собирать, вот. Вот. Дальше, после вот, фонда, вот, полгода прошло, наверное, да, вот, мы начали закупать материалы, то есть, вот, вывоз материала вот с города, там, нам помогали вот индивидуальные предприниматели, там, хочу выделить, это был индивидуальный предприниматель, занимающийся частной перевозкой, Хапишта Винус, да? Да, мы ему благодарны, он вывез нам весь материал, вот. Это уже от себя как бы, вот. Работа шла среди населения, то есть вот, приходили желающие там. В основном молодежь. Да, в основном молодежь. С другой стороны, с моей точки зрения, вот, как бы и для села это нужно, правильно? И это опять же какое-то, может, воспитание молодежи, да, к общественным работам. Вот. Так что там в основном собирались ученики школы. И студенты. Да, и студенты. Учащаяся молодежь. Да. Это очень... Они самые активные, самые шустрые. Вот. Да, приятно было, что именно молодежь подтягивается к таким работам. Вот. Ну, как-то вот так. Идем далее. Какие сложности возникали? Вот всегда сложно, как говорится, начать, да, вот первый раз, как говорится, лопату в землю воткнуть, да, вот этот вот момент. Какие возникали сложности, там, может, моральные, может, организационные,
Может, в какой-то момент пробуксовка началась. Вот вы как люди внутри этого проекта, вы должны это знать как никто другой, поэтому поделитесь с нами, пожалуйста. Сейчас это можно уже сказать, почему? Потому что проект реализован, мы об этом с гордостью везде говорим, и вот сейчас вот нужно устроить некую, как говорится, свечку, да, вот некий такой разговор, чтобы люди действительно увидели и понимали, что вот это не просто так щелчком произошло, что там действительно были приложены усилия казминцев, и что это, как вам сказать, действительно народный такой проект получился. Самое, наверное, сложное и тяжкое там было, это выбор места, потому что там у нас народ разделялся на новые и продолжение старых. Вот это у нас вот, был самый такой момент вот, спорный. Это как бы долго длилось, долго спорили, но как-то все-таки старейшины аула собрались и сказали да, и все как бы на этом зашлось. И вот как бы вот, сбор денег, наверное, вот в самом населении. Это тоже как бы тяжко проходило, были недоверия, были, не знаю, как это выразить, доверяли, люди сомневались. Вот, больше сомнения, да, скорее сомнения. Очень сильно сомневались, что что-то из этого получится, что-то будет. Ну, как бы мы перебороли, справились благодаря некоторым людям постарше, которые нас поддерживали и до сих пор поддерживают. Да, а какие были мысли и эмоции, когда вот некий так экватор, да, назовем, когда вот сумма сбора, как сейчас помню, 110 тысяч было, потому что я столько раз эту картинку публиковал, у меня уже в голове. Вот было с одной стороны небесно-голубым цветом я писал необходимую часть, с другой стороны или наоборот желтым писал то, что собрано. Вот когда сумма уже вот-вот была в нескольких шагах, какие были мысли? И когда уже материал вот тут привезли и разгружали вот это вот все, тоже вот какие ощущения были? У меня лично никаких. Ты больше подходил к процессу с технической стороны, да? Вот, куда это все, да, нам это теперь работает, да? Все же что-то какие-то эти были. Я был рад, то есть такое, наверное, может 100 лет делается. Я его чуть-чуть поправлю, перебью. Вот Малабзинка, Казмак в основном основана в 1926 году, как бы документально. С этого момента у нас вот это кладбище старое, оно вот и по сей день как бы работающее. Почти как бы век простояло, и новое это было, ну как бы местами страшно, местами вообще не понять как, ну как бы, еще раз говорю, мы перебороли, местами даже нас заставляли, вот, люди постарше, которые в нас поверили и сказали, давайте мы с... Ну на самом деле, когда я, к сожалению, вернулись, но я видел, значит, понимаю, что действительно вот завершающей стадии принимал участие, ну, наверное, какое-то внутреннее удовлетворение испытал от этого. Потому что, ну да, проект, ну чуть минорный, да, но это такая же сторона нашей жизни, как и любая другая, точно так же, как родиться, создать семью и так далее, но при этом физического труда сколько туда ушло. Это у меня дома просто тоже не чинить даже. Идем далее. Как проходило вот, взаимодействие совета и с администрацией? Вот вы там сборов, каких-то там дискуссий, может происходило онлайн в мессенджерах, там WhatsApp, Telegram и тому подобное. Как-то же все равно какие-то моменты там, просто даже объявление, да, там, ребята, там завтра выходим, там, эта бригада, грубо говоря, да, вы там вчетвером, ты. Идете оттуда туда, мы там идем отсюда туда. Вот этот момент организационный, как это все происходило? Никакой организации не было, все спонтанно. Да. Утром встали, так, позвонил другому, третьему, все, собираемся. А то, что планировали, ни разу, в смысле, наверное, так и не получилось вот спланировать и сделать. Там вешали объявления, это вы вот так людей, так скажем.
Почему, не знаю, вот спонтанно вот позвонить одному, второму, третьему, он другому. Ты свободен, давай сюда. Да. Вот так все примерно и происходило. Ты где, я здесь, подойди сюда, поработай, пожалуйста. Да. Ну, в этом мире зачастую импровизационные получаются, конечно. Вот сейчас, наверное, устроим такую... Что это значит? Есть активиста, да, который там от начала до конца вот следил, там, блюстил за этим всем. А если там им сказать, сейчас вот самые такие люди, которые вот, ну, на любом мероприятии и вообще в организации, что-то вот человечность проявляет свою, и вот и ты прям вот воодушевлен, и те, кто хочется поблагодарить, вот, если вам есть что сказать, пожалуйста. Ну, я хотел бы выразить благодарность активистам. Давай вот, чуть погромче. Да. Вот. Активно работал у нас Джуй Моэд, он фермер. Со своей семьей, с детьми там. Да. В общем, наверное, кроме жены, там все дети, он многодетный отец. Вот. Они с семьей вот, постоянно там работали. Вот. Технику пригоняли, там культивировали, что-то, землю выравнивали. Вот. Дальше это Джив, который занимается всякими свачными работами. Вот. Даже вот этот вот Конор. Конечно же, опять же, да. Это обед нужен, да, вот. После физического там цемент, трубу притащить, поставить, залить. Ну, конечно, да, это очень тяжело, ребят. В любом случае, физическая сила требует... Да. Как бы хотел бы выразить благодарность им вот, под руководством Чуковой Аси. Вот, постоянно нам готовили всякие вот... Один голос. Надо будет этот момент потом скадрировать, да. Дальше, а также вот у нас магазин, вот, Агба Тамара, она заправляет, у нее свой магазин, она индивидуальный предприниматель, она тоже постоянно там из своего магазина там водички, там сладкой, там газировки, там всякие там холодные, ни одного дня вот, не проходило вот работ, чтобы она что-то не передавала нам туда. Да. Вот. Кого мы еще пустили? Ну, вы можете обобщенно поблагодарить всех. Дальше, вот, в общем, конечно, хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом фонде, кто оказал материальную финансовую помощь вот, всему населению, не только нашему, но вот, я всех хотел бы поблагодарить от имени нашего населения. Вот. Также хотел бы поблагодарить эту организацию, Конгресс Алашара. Хотел бы поблагодарить Мусука Баловича, который организовал все это. Мусака Балович не только участвовал в этом проекте, ну, по кладбищу. Были еще моменты с мечетью. Была там, да, материальная помощь, да. Вот. Нам поменяли в круг все окна. Очень благодарны им за это. Также, конечно, как хочется поблагодарить Гидугова Мурата, который нас курировал и это все курировал. Да. Он, наверное, переживал за это все наряду с вами. Как бы он сидит напротив меня у нас в кабинете, и как только он вот возвращается, вот ощущается, он как бы и в тонусе, но все равно тут груз ответственности на нем вот проглядывается, и вот эти вот флюиды исходят, тоже заряжаешься этим, заражаешься. Это, да, Мурат, конечно, немало усилий приложил, я согласен. Но он очень болел за этот проект, честно признаюсь, расскажу, и это не просто болел, а вот он переживал.
Почему? Потому что проект первый, куда не каждый поедет. Понимаете, да, то бишь, и сам проект тоже специфика, да. Если бы это был, например, спортплощадка, как сейчас, да, вот в ПСЖ завершили сбор, в Чукуне, да, мы сейчас завершаем, и туда, да, ты едешь, там, сфотографируешься, а никто же целенаправленно, во-первых, в Казму не поедет, и не поедет, чтобы посмотреть на ограду, понимаете, да, и вот она накладывает определенные вот переживания, и вы, и Мурат Сагидович очень-очень большие молодцы, что вы вот решили это все. Почему? Потому что и ты там вот тут все. Идем дальше. У меня немного такой калькуляционный вопрос, так сложно выражусь. Примерно навскидку Малобазинск, Тапанта, Абаза-Хабль. Ну, Грушка туда же отнесем. Тем более, что Грушинское сельское поселение идет. Сколько примерно, навскидку, округляя в большую сторону до 100 населения? 1000, 1200, полторы. Ну, посчитайте, это как бы с вас никто не спросит за эти цифры, просто вот сейчас порассуждаем. А в школе, когда я учился, 1300, более 1300 человек там проживало. Это было вот в школьные времена. А сейчас, честно, я недавно это читал. Вот в тех же видеороликах про каждый аул. Да. Возрастно с высоты. Да. Вот там я читал, вот честно, вот сейчас не могу вспомнить, сколько конкретно там было. Ну давайте возьмем за основу 1300 пусть будет. Пусть останется, округлим в большую сторону. Предположим, эти 1300 человек, из них работоспособная, дееспособная, деликтоспособная часть ровно половина. Да, 650. Возьмем, ну, есть пожилые, да, престарелые, долгожители, кому там за 80, за 90. Есть школьники до 14, да, до такой пионерский, грубо говоря, возраст. И вот есть активная такая прослойка населения, где-то с 16, когда человек там может в колледже уже, где-то какая-то у него стипендия, может есть, там может заработок какой-то. И до, грубо говоря, пенсионных 65 лет. Возьмем 650 человек. Представим, что они подключают автоплатеж ежемесячный, буквально в 100 рублей. Я, простите за такую очень грубую аналитику, это 2 пачки макарон, хороших, да, качественных, или пачка сигарет. Вот, грубо говоря, да, вот если соотнести, да, вот с продуктовой корзиной, грубо говоря, так, условно. В месяц это получается 650 на 100, это 65 тысяч рублей. Понимаете, да? А в год мы 65 тысяч, ну, умножим на 10 даже месяцев, чтобы легче было. Это 650 тысяч. А вот это при условии, друзья, что просто вот жители Казмы 3 аулов, так как, знаете, да, есть сервис Сбербанк онлайн, а даже те, у кого там, может, нет карточек или там расчетного счета, в принципе, они могут там через кого-то или каким-то образом осуществлять туда переводы, и там прям написано Лошара в скобочках Казма. 650 тысяч. При условии, что не разово, да, там человек 1000 отдал, грубо говоря, да, наперед. А вот стабильно, систематично вот идет сбор. Чисто вот это ваш некий такой баланс, некий ваш капитал, что-то, грубо говоря, на черный день. А вот скажите честно, 2019 календарный год, вот 650 тысяч мы соберем. В 2020 году вы хотите реализовать проект, и у вас есть сумма, ну пусть будет 600 тысяч, ну 50 тысяч вы оставляете задатком, мало ли вдруг что. На 600 тысяч что можно положительного и действительно такого яркого привнести в эти 3 аула? Вот только честно, как на духу. Честно так сказать, это можно было бы сделать реконструкцию здания, которое стоит вот у нас в ауле для спорткомплекса. Таким образом, получается, ты сразу качественно влияешь на, возможно, появление новых рабочих мест, на появление некой династии, которые, может, даже если вдруг олимпийцами не станут, но они уже приобщаются к здоровому образу жизни,
А через здоровый образ жизни, через спорт они приобщаются к социальной активности, то бишь к общественно-политической деятельности, как Рамазан сказал, ну, участвовать в каких-то мероприятиях, человек-то уже знакомится с другими людьми, уже вместе с ними может какие-то проекты привлечь уже непосредственно в населенный пункт, понимаете, знаете, как бы это цепная реакция вот этого. И плюс еще самое главное, это будет, ну, твои слова заберу, молодежь будет знать, чем занять себе вечером. Да. Получается, вот самое главное, тезис, чем да, вот занять молодежь вечером. Таким образом, вот согласитесь, наверное, те, кто нас сейчас смотрят, и вы, наверное, тоже, что ведь действительно это такой крутой инструмент. Оказалось бы, ты каждый месяц отдаешь всего 100 рублей. Да. По сути, вот, если брать там, грубо говоря, в литрах бензина, это 2,5 литра. Вот 40 рублей литр бензина возьмем, ну, на таких более дешевых. Это 2,5 литра бензина, ну, в месяц отказываешься. Или же там один обед, ну, там от 150 до 200 такой бизнес-ланч стоит обеденный, да? Один раз ты отказываешься от своего обеда, там можешь чаю попить, там, я не знаю, кого-то что-то там позаимствовать, конфетку погрызть. А вот этот аккумулятивный эффект средств, какой проект может разрешить? Вот знание этого не знаю. Не знаю, как вам меняет, а Рамазан поедет в ближайшие выходные домой. Да, и скажет: дай-ка сюда, пожалуйста, давай платеж подключим. Вот, останавливаясь на проектах, общественный совет довольно активный. Какие вообще у вас планы, идеи, задумки впереди? Вот, даже если не супер какие-то вот глобальные проекты, а вот просто, может, какое-то мероприятие, какой-то, может, свой сбор, или там агитационная работа, или там мероприятие конкретно культурное, спортивное и тому подобное. Вот какой-то ж план у вас все равно есть. Как раз зрители задали этот вопрос, какие проекты у вас в будущем намечаются? У нас проектов как бы, ну, думаем и как бы думается насчет этого неплохо. Есть вот мы недавно сдавали на грант, но как бы она не прошла. Тоже спорт комплекс уличного вот мини-футбол, волейбол и уличные вот тренажеры. У нас есть одно место вот где Алашара вот построила вот эти вот спортплощадки, которые выделила. Вот, там дополнить, достроить. У нас есть еще вот в проекте мечеть, которую мы тоже мало было сделано, и еще для начала вот эти два проекта, их основные. Ну и значимые, да, довольно. Да. Соглашусь. А какой состав численный сейчас у общественного совета? Я просто, честно признаюсь, не знаком. Какой состав? Ну, человек 10. Сколько? Человек 3. 3-4 основные, так чисто по факту, да, ага, приходят, все понял. Да. Ну, это, то бишь, актив, это вот эти 3-5 человек, а остальные, когда вы уже приглашаете, они как бы нет, не говорят, но особо прям не активничают. Ну, это, в принципе, нормально, но главное, что они тоже есть, если честно. Понял, услышал, идем далее. Как вы вообще, может, вы следите, или какая у вас сейчас, какое отношение у вас сейчас к вот нынешним сборам? Как бы ПСыш мы уже закрыли сбор, уже, насколько я знаю, там буквально финишная идет по закупке необходимого материала для установки спортплощадки. Там очень-очень довольно крутая спортплощадка у них будет. А вот сейчас Инжи Чучукун продолжает сбор. Может, у вас есть какие-то там слова призыва там активно там присоединяться, да, к сбору, или как-то вы, может, сами следите, наблюдаете за этим, потому что вы как бы уже на себе это ощутили, осознавая то, что вот только сумма будет собрана, вы сразу же закупаете материал, приступаете к реализации. Вот сейчас, наблюдая за другими сборами, вот какие мысли посещают? Мысли очень даже хорошие и позитивные, потому что это все идет к лучшему, и как бы с каждым разом все легче и лучше это все происходит. Что самое главное, чтобы народ поддерживал население, а остальное как бы уже не проблема будет, если тебя поддержит свой аул и свой народ. Как бы вот так. Да. Идем дальше. Рамазан, наверное, вопрос будет больше к тебе.
как-то в начале перед эфиром, соответственно, все понимают, что вы заранее приехали, чтобы как-то адаптироваться к этому месту, там, к дивану привыкнуть. Ты вот вскользь упомянул, что у тебя нет банковской карты, но при этом это на самом деле не является помехой к тому, чтобы как-то можно было отчисление производить. Как бы ты, вот сейчас, наверное, я тебя чуть в неловкое положение поставлю, но мне можно, пользуясь тем, что я веду прямой эфир. Как бы ты обратился, и вот какое-то, может, обращение с призывом не опускать руки, изыскать эту возможность, можно это сделать через бухгалтерию, можно через непосредственно сам, там, Сбербанк или тот банк, которым вы обслуживаетесь. Тем людям, которых вот также нет там, может, каких-то карт или сервиса Сбербанк онлайн, интернет плохой и так далее. Ну вот такие маленькие чуть отмазки, скажем так, да, слабенькие, отмазки-леденцы так называемые, которые со временем они рассасываются. И вот что бы ты сказал? Ну, я лично приехал бы в офис, передал бы деньги. Если нету такой возможности, вот, например, ты знаешь, кто, да, там, занимается этим, в селе, в любом случае, в каком-то селе есть, общественник из этой организации, там, Замрат, на тебе 100 рублей, отнеси, пожалуйста. Все. Или перечисли, да, это тебе надо. Перечисли, передай, все. То есть я не имею никакого отношения к этой организации, да, вот. Просто вот, Замрат, ты вот, ходишь с ним, встречаешься с ним, передай вот эти 100 рублей. Все. Да, отличный инструмент, друзья, берите на вооружение, это вот от Агачева Рамазана вам хороший такой лайфхак, инструкция, если это можно так назвать, как поступить, да. Офис, заскочили, сдали 100 рублей, все. Да, на самом деле ты очень красиво это рассказал, спасибо большое. Ну что, парни, в принципе, основные моменты мы с вами обсудили. Желаю вам успеха в работе, желаю вам, чтобы вот ваш пыл, ваш энтузиазм, ваша энергия не иссякала. Работая в общественной организации, я знаю, что порой бывает спад этой синусоиды, когда тебе чуть надо в себя прийти, а потом вперед в бой. Приглашаю вас в эту субботу в аул Карапагу, в невероятно красивый осенью аул Карапагу. Мы недавно там были по моменту. Летом и осенью состоится турнир по силовому спорту Айхат. Приглашаю вас тоже в качестве зрителей, волонтеров, как вам удобно. Можете быстро написать, может, хотите заявиться как участник. Вот в заключение у нас вот такая традиция, пожелание всем представителям абазино-абхазской диаспоры в мире. Я это смело говорю, потому что я знаю, что нас по всему миру наши братья и сестры смотрят. Можете на абазинском, можете на русском языке. Не знаю, как вам удобно. Ну, что можно пожелать? Самое главное — это здоровье. Здоровье будет все, как говорится. Как бы что, чтобы мы виделись, встречались, могли реализовать какие-то проекты, могли просто знать друг друга, чтобы мы общались, и все шло к лучшему. Да, спасибо большое, Замрат. Ну, что я могу сказать? Дорогие друзья, побольше общения, абазины, абхазы, все сестры. Хотелось бы только общения. Дальше все было бы. Друзья, обращаюсь к вам. Не забывайте присоединять базу в социальной сети Instagram. Фонд, нижнее подчеркивание, Абаза. Очень-очень легко, он сразу выйдет. Ну и еще раз повторю наше объявление. Добро пожаловать. Будем ждать вас 20 октября. Это в эту субботу, послезавтра. Аул Карапагу, осенний аул Карапагу, который невероятно красив. На турнире по силовому дворовому спорту. Это турник брус, или как на современном сленге это workout называется. Это будет очень-очень крутой турнир, он проходит в этом году в 3-й раз. Фавориты прошлых лет отказались участвовать, поэтому, скорее всего, мы увидим там новые лица. Но об этом еще позже вернемся. Большое спасибо, что были с нами, что смотрели нас. До встречи в следующем прямом эфире в рубрике «Прямой эфир с гостем». Зила Хаирова.